Братья и сестры, сегодня мы вновь почитаем честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Богородицу, а именно ее Успение. Мы намеренно не говорим слово «смерть». Бог смерти не создавал. В результате грехопадения природа изменилась, человек стал тленным, страдательным, смертным. Но то, что касается Богородицы, это именно является по-настоящему Успение, то, о чем мы молимся на каждой литургии. Дай нам, Господи, кончину безболезненную, непостыдную и мирную. И мы знаем, что по преданию Пресвятая Богородица телом была взята на небо. Почитание Богородицы особенно усилилось ближе к IV веку. Христиане всегда так или иначе почитали Пречистую Матерь. Почитали ту, которая смогла вместить в себя огонь божества. Невместимого всеми вместила еси. Была такая императрица Пульхерия, которая обратилась письменно к Иерусалимскому патриарху, чтобы тот отыскал мощи Пресвятой Богородицы. Были найдены у благочестивых христиан различные части одежды, пояса Пресвятой Богородицы, которые сохраняли в домах вот эту святыню. IV век, это IV-V век, Третий Вселенский собор, когда был установлен догмат об почитании Богородицы, которая являлась не Христородицей, а поистине Богородицей, воплотила Бога и человека во двою естеству соединенного. Вот это главная мысль в Успении, о том, что Богородица прошла тоже через этот путь, как бы через смерть, который надлежит пройти всем нам. Но главное, что смерть – это не конец, это не конечная точка. Смерть для каждого человека – это лишь период, который необходимо пройти, тот рубеж. И за смертью есть жизнь. Отсюда и особое почитание Пресвятой Богородицы и святых, которые мы верим, что находятся близ Бога, у престола Божия. Вторая главная мысль Успения – это о том, как смирение приближает нас к Богу. Мы Пресвятую Богородицу именуем смиреннейшей из людей. Можем вспомнить, как она со смирением приняла надлежащий ей подвиг. Когда архангел обратился к ней, она сказала: «Се раба Господня, будем ми по глаголу Твоему». И в этих словах великое смирение. Знаем и впоследствии всю ее жизнь. Она всегда была в тени. Вспомним слова Симеона Богоприимца, который говорил, что через тебя пройдет оружие. И действительно, ей пришлось испытать многое. Мы, читая Евангелие, видим, святое семейство вскоре после рождения Христа отправилось в Египет, потом вернулись, потом Христос возрастал, проповедь 14-летнего Христа в синагоге, затем выход Христа на проповедь. Но мы не видим во всех этих обстоятельствах переживания Божией Матери. Можно себе представить, когда им пришлось бежать в Египет, что ей пришлось пережить, когда искали смерти Христа, когда непонятно, что будет дальше. Но вся жизнь Богородицы – это полагание полностью себя на Бога. И в ее жизни мы видим, как реализовывается смирение. По-настоящему Бог не оставляет тех,
кто в полной мере предает себя Ему. И в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали эпизод, который читается на всех богородичных праздниках практически, о Марфе и Марии. Все знают это евангельское чтение. Марфа служила делом, Мария слушала слова назидания Христа. И почему мы именно это евангельское чтение читаем на богородичных праздниках? Потому что Пресвятая Дева послужила и делом, послужив делу Бога воплощения, являясь смиреннейшей и чистейшей, и словом, и своим житием. Есть такой один рассказ. Ученик Дионисия Ареопагита, как-то встретив Божию Матерь, нет, не ученик, простите, может быть, даже самый Дионисий Ареопагит, встретив Божию Матерь, он сказал: если бы я не знал, что еще был Христос, я бы подумал, что это богиня. Но это такой околоцерковный рассказ, тоже относится к преданию церковному, но во многом это отражает образ Пресвятой Богородицы. И само Успение показывает ее смирение, о том, что она не была почитаема всеми во время ее земной жизни. Ее мирно похоронил, не похоронил, вернее, а участвовал в деле Успения Иоанн Богослов. И третья мысль – Успение. О том, что Пресвятая Богородица мира не оставила по своему Успению. Тоже есть один рассказ, который относится к преданию церковному. Один праведник любопытствовал, обратился к Богу: «Покажи мне, как будет там, в жизни будущего века». И он был возведен в райские обители, видел святых, которые служат Богу, ангелов, архангелов, но Богородицы там не увидел. Обратившись ко всем: а где же Пресвятая Дева? Ему ответили, что она на земле, вместе с страждущими, больными, разделяет радость с ликующими. В общем, она здесь на земле. Будем обращаться к Пресвятой Деве. Думаю, что каждый, кто обращался так или иначе к Пресвятой Богородице, ощущал по-настоящему ее материнскую теплоту. Может, даже в обращении к Богородице не изменялись какие-то внешние обстоятельства нашей жизни, но у нас появлялось ощущение близости Бога и материнской заботы и молитвы о нас, что приводило нашу душу в некое успокоение. К пустому колодцу за водой не ходят. Мы знаем, как особо почитаются образы Пресвятой Богородицы и какое их множество. Вот пусть сегодняшние вот эти главные три мысли о том, что за порогом жизни, жизнь продолжается, о том, как Бог участвует в жизни смиренного человека, и о том, что Пресвятая Богородица является по-настоящему нашей ходатайцей перед Богом, будут сегодня в течение нашего дня и в последующие дни перед нашим мысленным взором. И будем обращаться к Пресвятой Богородице, чтобы она не оставляла нас, и свой материнский покров всегда был над нами. Аминь.